Даруль Фикр. Хвала Аллаху, Господу миров! Мир и благословение нашему господину Мухаммаду, лучшему пророку и посланнику. Эта книга содержит краткое разъяснение тех вопросов вероубеждения, которые мукаллеф обязан исповедовать, и того, что должно стать его знанием. Глава о том, что должен знать и во что должен верить разумный и совершеннолетний человек. Познание Всевышнего Аллаха через его атрибуты обязательно. Также человеку необходимо признать и засвидетельствовать то, что он познал. Свидетельство является условием для сохранности жизни, а познание и признание – условие для действительности веры, чтобы умереть верующим и этим заслужить рай, согласно обещанию Всевышнего Аллаха. Глава, в которой перечислены некоторые доказательства сотворенности мира и того, что Создатель и управляющий им – предвечный Бог, у которого нет сотоварища и подобного ему. И к обязательному относится изучение мира, различных видов творений, их гармоничности и изменяемости. Изменяемость мира указывает на его сотворенность. Сотворенность всегда нуждается в Творце, создавшем его, но при этом Творца недопустимо описывать качествами, приемлемыми для творений. И в этом мы следуем за Ибрагимом, мир ему. Соединение различных вещей указывает на существование соединившего их. Если человек будет размышлять о себе и своем теле, то увидит, что процессы в нем управляемы, и по их множеству он поймет, что не способен создать такое совершенство сам в себе, и осознает, что не он тот, кто создает эти процессы в себе самом, но у них есть Творец. Некоторые ученые пошли в этом вопросе путем приведения доказательств пророчества и чудес му'джизат, указывающих на посланничество, потому что эти доказательства берутся из свидетельств очевидцев, и их рассказы дошли по множеству путей до тех, кто не застал их. И если установлена пророческая миссия пророка, да благословит его Аллах и приветствует, то устанавливается истинность всего, что он говорил. И так уверовало большинство тех, кто отвечал призыву посланников, миром всем. Глава об атрибутах и именах Всевышнего Аллаха. У Всевышнего Аллаха 99 имен, и кто выучит их, войдет в рай. Это количество не противоречит наличию других. Имеется в виду, кто выучит 99 из них, тот войдет в рай. У Всевышнего Аллаха прекрасные имена и величественные атрибуты, и нет ему подобного в этих именах и атрибутах среди творений, и нет у него сотоварища в его владении, нет ничего ему подобного, и он слышащий и видящий. Глава о качествах сущности и качествах действия. У Всевышнего Аллаха есть имена и атрибуты. Его имена – это его атрибуты, а его атрибуты – это его описание. И они делятся на два вида – качество сущности и качество действия. Качество сифаты сущности – это качества, которыми Аллах описан извечно и которые никогда не исчезнут. И их также можно разделить на два вида. Первый вид – устанавливаемые разумом и подтвержденные откровением, и они, в свою очередь, также делятся на два подвида. Первый – то, на что указывают сообщения о самой сущности и ее описание, и в этом вопросе означающее «исм» и есть означаемое «мусамма», как сущность, существование, предвечный. Второе – то, на что указывают сообщения о качествах, отличных от самой сущности, но описывающих ее, таких как живой, знающий, всемогущий, волеизъявляющий, слышащий, видящий, говорящий. Эти качества указывают на качества, отличные от самой сущности, но которые описывают сущность, такие как его жизнь, знание, могущество и так далее. И означающее «исм» в этом вопросе – это качество, которое описывает означаемое «мусамма», но не есть само означаемое «мусамма». Второй вид качеств сущности – устанавливаемые только Кораном и Сунной, такие как «вадж», «ядайн», «айн». Эти качества также описывают сущность Аллаха, но им нельзя придавать образ. И «вадж» – это качество Всевышнего Аллаха, а не образ. «Ядан» – это два качества Всевышнего Аллаха, а не части тела. «Айн» – это качество Всевышнего Аллаха, а не орган. И они утверждаются
как атрибуты Аллаха, потому что сообщение об этом пришло в Откровении. Что касается качеств его действий, то это названия, извлекаемые из его действий, которые утверждены в текстах Откровения, присущие ему, но их не было в предвечности, потому что действия, из которых выводятся эти имена, не существовали в предвечности. Таково, например, описание того, что Всевышний Аллах – Творец, дающий пропитание, оживляющий. Если имя упоминается Всевышним Аллахом, то это качество, описывающее сущность Аллаха, и это его речь. В этом случае не говорится, что имя – это означающее, и не говорится, что оно не означающее. Если же это имя упоминается творением, то оно не будет означающим. Часть наших ученых посчитала, что все имена описывают сущность Аллаха, будь то смысловые атрибуты или атрибуты действия. И в этом случае означающее и означаемое будет одним. И Аллах знает лучше. И наши ранние ученые следовали этому мнению. Качеств, которые подобают Всевышнему Аллаху, огромное количество, и невозможно их все сосчитать, и они приводятся в Коране и Сунне. Основа же в том, что мы утверждаем любое качество совершенства в отношении Аллаха и отрицаем любой недостаток. Всевышний Аллах живой, и Он описан качеством «жизнь», отличаясь этим качеством от всего неживого. Он всемогущий, описанный могуществом, и отличается от всего, что не описано могуществом. Он знающий, описанный знанием, и отличается от всего, что не обладает знанием. Его знание охватывает все познаваемое, так же, как его могущество охватывает все подвластное. Он слышащий и видящий, обладающий слухом и зрением, охватывает одним все слышимое, а другим все видимое. Он говорящий, обладающий речью, и отличается этим от всего, что описано немотой и молчанием. Он бесконечный, описанный бесконечностью, и это означает, что он обязательно существующий и никогда не исчезнет. Также Всевышний Аллах описан «вадж», «ядайн», «айн». И на основе разума и шариата мы познали, что это не образ, орган или глазное яблоко, но сущностные качества, которые установлены Кораном и Сунной без уподобления. Глава, в которой упоминаются атрибуты действия. Аллах существовал, и не было ничего, кроме Него, ни воды, ни арша, ни чего-либо другого. А все это и другое – творение. И все творения, будь то вода, свет, тьма, ветер, земля или другое, сотворены Аллахом, потому что Он – творец каждой вещи. Аллах сначала сотворил воду, либо воду и что-то еще из того, что пожелал, но не при помощи какой-то основы или предшествующего примера. А затем уже Он сделал это основой для того, что творит после этого. И только Он – Творец и Создатель, и нет никого, достойного поклонения, кроме Него, и нет Творца, кроме Него. Глава о Коране. Коран – это речь Аллаха, а речь Аллаха – это качество сущности Всевышнего Аллаха, а качество Его сущности не может быть сотворенным, иметь начало или изменяться. Если бы речь Аллаха была сотворена, то это означало бы, что Всевышний сказал ей «будь», но невозможно, чтобы слово Аллаха было сказано в отношении самого себя, потому что это требует другого слова, сказанного в отношении себя, которое будет связано с третьим словом, связанным подобно первому. А это ведет к бесконечной цепи, что будет абсурдом. И когда было доказано, что Коран не может быть сотворенным, из этого следует, что это предвечная речь Аллаха, связанная с творением в предвечности. Таким же образом, повеление Аллаха связано с завтрашним намазом, хотя завтрашний день еще не настал. И также речь Аллаха связана со всеми мукалляфами, которые будут сотворены до судного дня, потому что связь с ними подобна связи условия с тем, что произойдет после. И такова же связь Его слова с творением. Знание Аллаха также предвечно и связано со всем познаваемым, таким, каково оно есть на самом деле в момент Его создания. Его слух также предвечен и связан со всем слышимым в момент Его появления. Его зрение предвечно и связано со всем видимым в момент Его появления. И при этом в самом Всевышнем Аллахе не происходит никаких изменений, и Всевышний чист от того, чтобы изменяться, и от того, чтобы какие-либо из Его качеств были сотворены.
Речь Аллаха тоже существовала еще в предвечности и будет существовать в бесконечности, и ее услышит тот его ангел, посланник и раб, кому он этого пожелал. И его речь была услышана без подобия, а услышанная – это его предвечная речь. Его речь не подобна речи творений, как и остальные его качества не подобны качествам творений. И то, что мы слышим из Корана, это речь Аллаха, и Аллах этой речью говорил со своими рабами, направив к ним своих посланников. Хотя речь людей требует пребывания рядом друг с другом, речь Аллаха обращена к его рабам через посланников и откровения, о чем говорится в Коране, и это называется речью и обращением. Коран в хранимой скрижали, а также в сердцах, обладающих знанием. Он читается языками, находится в наших свитках в действительности, хранится в нашей памяти в действительности, и мы читаем его на самом деле и слышим его на самом деле. Глава об истава. Правильный мазхаб во всех подобных вопросах – это остановиться на том, что пришло в откровении, без утверждения образа. И это мнение ранних ученых и тех поздних ученых, кто последовал за ними. И они сказали: «Истава над аршем» утверждено в Коране во многих местах, а также в достоверных хадисах, и обязательно принять эти тексты как часть откровения, а исследовать их и пытаться определить образ недопустимо. Истава не является неизвестным, а образ этого недопустим для разума. И вера в это обязательна, а вопрос про это – новшество. Ученые отнесли к этому вопросу такие качества, как аль-маджи', аль-итьян, ан-нузуль. И никто из подвижников не толковал хадис о нузуле. Знатоки хадиса, ахлюль хадис, в связи с такими аятами и хадисами разделились на две группы. Часть приняла эти тексты, уверовала в них и не толковала их аллегорически, оставляя их знание Аллаху и отрицая при этом образ и подобие. Часть же из них приняла их и уверовала, но они толковали их так, чтобы это не противоречило языку и единобожию. В общем, надо знать, что истиуа Всевышнего Аллаха не выпрямление после кривизны, не утверждение на каком-то месте и не соприкосновение с чем-то сотворенным. Но Всевышний мустауин над своим аршем, как он сообщил нам об этом без образа, без «где», и он отделен от всех своих творений. Также его приход не подобен приходу творений. Это не переход из одного места в другое, и это не движение. А его нузуль – это не перемещение, а его сущность не тело, а его вадж – не образ. Все это – описание, пришедшее в откровении, которое мы принимаем, отрицая, что у всего этого есть образ. Глава о том, что Аллаха можно будет увидеть в вечной жизни, ахират. Допустимо то, что Аллаха можно увидеть. Глаза верующих не могут увидеть его в этом мире, но не в будущей жизни, а глаза неверующих не увидят его никогда. И Аллаха увидят, но не познают его, так же, как знают о нем, но не охватывают знанием его полностью. Всевышний Аллах способен показать себя своим верующим рабам. И в раю Аллах покажет себя верующим, устранив с их глаз преграду, и они увидят его без образа и направления. Глава о вере в предопределении. Вера в предопределение – это вера в то, что знание Аллаха предшествовало тому выбору, который осуществят его творение. И все это произойдет согласно его предопределению, и он сотворил благо и зло. Дела обязательны для каждого, и каждому облегчено в жизни то, чему предшествовало предопределение до его существования. И ему следует совершать дела, надеяться и бояться одновременно. И если человек излечился, возвысился или стал богобоязненным, то это произошло по предопределению Аллаха и благодаря облегчению от него. А если бы он не предопределил это, то не было бы легко сделать это. Глава о сотворенности действий. Аллах сотворил все существующие творения и их действия, будь то благо или зло, и нет Творца, кроме Него. И все происшествия, будь то смех или плач, рост плодов, убийства и тому подобное, после их небытия были созданы и сотворены Всевышним Аллахом. И эти действия совершаются Его рабами на основе сотворенной силы, которую в них создает их Творец, когда это пожелает. И со стороны Всевышнего Аллаха
это сотворение в том значении, что именно Он создал это на основе своей предвечной силы, а со стороны рабов это приобретение в значении связи сотворенной в них силы с их действиями, которые являются их приобретениями. А то, что эти действия в некоторых аспектах отличаются от того, чего хотел приобретающий их, указывает, что создающий создал их как пожелал, а не приобретающий. Всевышний Аллах создал нас и создал наши действия, и нет у него сотоварища ни в чем среди его творений. Действие предвечного всемогущего Аллаха – это сотворение, а действие сотворенного, обладающего силой – это приобретение. И предвечный превыше приобретения, а сотворенный слишком ничтожен для акта творения. А что касается неотнесения зла ко Всевышнему Аллаху, то это из-за этики в его восхвалении, а восхваление – это относить благо, а не зло. Всевышний Аллах ничего не создавал как зло, но раб приобретает это, и через его совершение нечто становится злом. Но под этим не подразумевается ограничение его могущества или отрицание противоположного. Что касается знания Всевышнего Аллаха об обитателях ада и рая в предвечности, то это имеет значение божественного управления и не устраняет религиозные обязательства. Но каждый идет к тому, что ему предписано в конце, приобретая счастье или несчастье, что предписано ему. И наказание или награда положены в виде воздаяния, и поэтому дела будут представлены для награды или наказания, и этим будет установлен довод. Аллах ведет истинным путем, кого пожелает, избивает, кого пожелает. И Аллах разъединяет верующего и неверие, неверующего и веру. И Он никого не сбивает, кроме того, кому предписан ад. Все совершаемое рабами – это предопределенное кадар, которое было предписано, и все было определено им, Аллахом. И каждому облегчено то, для чего он был создан. Аллах никого не притесняет, потому что притеснение – это совершение того, что не имеешь права совершать. Аллаху же принадлежит все, и потому невозможно предположить, что Он несправедлив. Глава о наставлении на истинный путь, аль-хидайя, избивание с него, аль-идляль. Наставление на истинный путь, избивание с него принадлежит только Всевышнему Аллаху, а сердце верующего – во власти милостивого. Если Всевышний захочет, то собьет их сердца, а если захочет, то наставит их и поддержит на истинном пути. Аллах сотворил людей, и среди них есть верующие и неверующие, и в том же состоянии они будут воскрешены в судный день. Глава о том, что раб совершает поступки по воле Аллаха. Поистине, мы не можем ничего пожелать, если этого не пожелал Аллах. И никто не уверует, кроме того, кому предшествовало счастье в предвечности, и не собьется с истинного пути никто, кроме того, кому предшествовало несчастье в предвечности. И все, что захочет Аллах, сбудется, а что не захочет, того не будет. И раб не владеет каспом, приобретением своих деяний, приносящим пользу или вред, кроме как по желанию Аллаха и его могуществу. Имам аш-Шафи'и сказал: «То, что ты хочешь, сбудется, даже если я не хочу. А того, что я хочу, не будет, если ты не захочешь. Ты создал рабов на основе своего знания, и в твоем знании и юноша, и старец. Одного ты одарил, а другого лишил. Этому ты помог, а другому нет. И среди них несчастный и счастливый, среди них уродливый и красивый». Также имам Абу Ханифа сказал: «Ахлю сунна – это те, кто говорит о превосходстве Абу Бакра и Умара, любят Али и Усмана, верят в то, что и хорошее, и плохое предопределено лишь Аллахом, протирают, совершают мас, кожаные носки, не обвиняют в неверии верующего и не говорят об Аллахе того, о чем у них нет знания». Глава о детях и о том, что они рождаются на фитре ислама. Каждый рождается на фитре, а уже его родители делают из него иудея или христианина, а если они мусульмане, то мусульманина. Но каждый из них родился на фитре, которую сотворил в них Всевышний Аллах, а затем они выбирают веру или неверие. Но в этом мире нет самостоятельного решения для детей. Они следуют за своими родителями, и они будут следовать состоянию своих родителей в день своего рождения.
Если они были верующими, то ребенок будет считаться верующим, а если они неверующие, то он также будет считаться неверующим. А что касается их участи в будущей жизни, ахират, то Аллах лучше знает то, что бы они совершили. Дети верующих и неверующих будут испытаны в будущей жизни. Некоторые, и среди них имам Шафии, сказали, дети верующих будут отнесены к ним в раю из-за почета к их родителям. Но об этом однозначно не говорится. И достоверные сообщения об участи детей неверующих указывают на то, что их участь будет решаться Всевышним Аллахом. Некоторые ученые посчитали, что дети неверующих будут в раю, как и дети верующих, по милости Всевышнего Аллаха. В одних хадисах указано, что дети неверующих будут в аду, а в других, что они будут прислужниками в раю. Но в контексте второго мнения надо сказать, что дети верующих также будут испытаны. Если чей-то из родителей не умер верующим, то он, ребенок, будет испытан в судный день. Если ребенок не последует за этим родителям в неверии, то будет отнесен к обитателям рая. Глава о сроке и пропитании. Срок – аджаль. Это время, когда заканчиваются дела жизни человека, так же как срок для долга – это время, когда выплата долга становится обязательным. Это срок, когда душа убитого и умершего выходит из тела. Все, чем питаются и от чего получают пользу живые существа, будь то дозволенное или запретное, это их пропитание, риск. Это касается и мукалляфов, и детей, даже если они этим и не владеют. Глава о вере. Иман. Верующие – это те, кто объединил в себе дела, часть которых совершается сердцем, часть – языком, а часть – ими обоими, сердцем и языком, и другими частями тела. Часть ими обоими, сердцем и языком, либо лишь одним из них, либо языком, либо сердцем, и их имуществом. Вера увеличивается согласно увеличению дел, а дела относятся к вере. Также вера уменьшается, поскольку если она может увеличиваться, то может и уменьшаться. Знатоки хадиса сочли, что слово «иман» включает в себя также поклонение, будь оно обязательное или желательное. И акты поклонения делятся на 3 вида. Первое. Дела, отказ от которых ведет к неверию. И сюда относятся убеждения и то, что следует исповедовать и признавать так, как он это исповедует. Второе. Дела, отказ от которых ведет к греху, но не к неверию, если не отрицается обязательность этих дел. И это обязательное поклонение, куда относятся намаз, закат, пост, хадж и отстранение от запретного. Третье. Дела, отказ от которых будет ошибкой в смысле отстранения от наилучшего, но не неверием и не грехом. И это различные виды желательного поклонения. И они разошлись в том, как называть все это иманом. Часть из них сказала, что все это является верой в Аллаха и Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, потому что иман в языке – это вера, а любое поклонение – это вера. Некоторые сказали, что вера – это только убеждение, но не подтверждение языком. И вера в Аллаха и Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, это вера в них, а остальные виды поклонения – это вера Аллаху и Его посланнику. И получается, что верить в Аллаха – это утверждать Его существование и признавать это, а верить Ему – это признавать Его шариат и исполнять шариатские обязанности, считая их истиной, мудростью и справедливостью. То же касается и веры в пророка, и вера пророку. И шариат также называется иманом. А иман и ислам – это одна религия, потому что в языке слово «ислам» означает «подчинение». Оговорка «иншаллах» насчет имана дозволена, если идет речь о том, что человек боится, что не останется верующим в будущем. И ахлю сунна не говорят с однозначной убежденностью, что будут верующими в будущем, потому что лишь Всевышний Аллах знает тайное, и лишь Он знает состояние своего раба, и то, на каких убеждениях раб умрет, а мы этого не знаем. И поэтому мы оставляем то, что нам неизвестно, тому, кто это знает, из страха перед плохим концом. И смысл подобного добавления, инша-Аллах, лишь в этом. И мы надеемся, что Всевышний Аллах поддержит нас в этой жизни и в жизни следующей. Но ахли сунна не сомневаются, что вера есть в их сердцах в настоящий момент, а это не противоречит возможности изменения этого состояния в будущем. И пусть Аллах защитит нас от этого широтой своей милости.
Глава о грешниках. Поистине Всевышний Аллах не прощает многобожие, ширк, но прощает все, что меньше этого, кому пожелает, без наказания за это. Некоторые будут наказаны за совершенные ими грехи, а затем прощены и введены в рай на основе их веры. Всевышний Аллах сделал будущую жизнь ахирет вечной обителью и местом воздаяния за дела этой жизни, будьте благими или злыми, если он не простит их. Совершение греха не выводит человека из веры, если только это не было неверием. Можно просить о прощении грехов у Аллаха для грешника, но не для неверующего, и поэтому верующий не будет вечно находиться в аду, даже если попадет туда. Глава о заступничестве, шафаат. Заступничество установлено для пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и для других, например, в виде помощи грешникам и другим. И посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, первый заступающийся и первый, чье заступничество будет принято в судный день, и большинство пророков последует за ним. И никто не останется в аду, кроме тех, для кого нахождение там обязательно. И оттуда выйдут, даже если много времени спустя, все, кто скажет, нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и Мухаммад, его посланник, веря в это и утверждая это. Глава о вере в то, что сообщил посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, например, в ангелов Аллаха, его писания, его посланников, воскрешение после смерти, предопределение как благого, так и плохого, отчет, веседеяний, рай и ад, и что они уже сотворены, приготовлены для их обитателей, а также в то, что он сообщил о Хауде и в знамение судного дня. Мы верим во все, что сообщил нам Всевышний Аллах и его посланник Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, в Коране, и что не было отменено при его жизни. И Коран остался сохранен в его общине без добавлений и убавлений, как и обещал Всевышний. Вера в весодеяние обязательна. Что касается описания весов, то некоторые сказали, что благие деяния будут положены в одну чашу весов, а плохие деяния в другую, а затем все они будут взвешены. Также допустимо, что Всевышний Аллах создаст некие тела, которые воплотят собой количество хороших и плохих дел, отличаясь друг от друга, а затем они также будут взвешены, как взвешиваются тела. И мы верим во все, что передано от посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и понимаем это так, как допустимо, и лишь от Аллаха помощь. К признакам судного дня относятся восход солнца с запада, приход Даджаля, появление зверя, племена Яджудж и Маджудж, приход Иса мир ему. Также о приходе Махди есть множество хадисов. Глава о вере в могильные муки, и мы просим защиту у Аллаха от могильных мук. У неверующих будут забраны души ужасным для них образом, а им будет показана участь, ожидающая их в аду, в отличие от верующих, которым будет внушен покой и сообщена благая весть о рае, который им обещан. Умершего спросят о его Господе и о Мухаммаде, да благословит его Аллах и приветствует. И верующий увидит свое место обитания в раю, а неверующий в аду. Мункар и Накир – это допрашивающие в могиле. И душа вернется в тело. Возвращение души, допрос и наказание одного и того же тела допустимы для разума. И нет ничего невозможного в том, что для разделенных частей тела могут быть могильные муки, как пожелал Аллах, кому пожелал Аллах и сколько пожелал Аллах. И посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, прибегал к защите от могильных мук и велел другим искать защиту. Аш-Шафи'и сказал: «Поистине, желание рабов принадлежит Всевышнему Аллаху, и они ничего не желают, кроме того, что пожелал для них Аллах, Господь миров. Дела рабов – это творение Аллаха и действия рабов. Поистине, предопределение как блага, так и зла от Аллаха. Поистине, могильные муки – истина, и могильный допрос – истина. Воскрешение, отчет, ад и рай – и все остальное, о чем сообщается в Сунне и что передается от ученых и их последователей из числа мусульман – истина». Глава о следовании Сунне и отстранении от новшеств. Всевышний Аллах сказал, перевод смысла: «Если же вы станете припираться о чем-нибудь, то обратитесь с этим к Аллаху и посланнику». Аш-Шафи'и сказал, имеется в виду,
Если вы будете расходиться в чем-то, то обратитесь к Аллаху и посланнику. Смысл этого, и Аллах знает лучше, обратитесь к тому, что сказал Аллах и его посланник. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Кто введет в наше дело то, что к нему не относится, то это будет отвергнуто». Также сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «Кто введет в ислам хороший обычай, тому награда за это, и награда того, кто будет совершать это дело, и ничего из их награды не убудет. А кто введет в ислам плохой обычай, тому будет грех за это, и грех всех, кто будет этому следовать, без уменьшения их грехов». Абу Зар, да будет доволен им Аллах, сказал: «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, велел нам не переставать повелевать благое, запрещать зло и обучать людей сунне. И если обязательно следовать за посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, в том, что он установил, а это следование обязательно, и нет для нас пути следования его сунне, кроме как через ее осознание, и нет способа ее познания, кроме принятия слов посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, то необходимо принимать их, чтобы была возможность им следовать. И поэтому он велел обучать суннам и призывать к ним. И порицаемое разногласие – это то, что противоречит Корану, достоверной сунне и единогласному мнению ученых иджма, либо чему-то, что относится к одному из этого. И это подобно противоречию убеждениям Ахлю Сунна, как мы указали в этой книге. И Всевышний Аллах сказал, перевод смысла: «Не походите на тех, которые разделились и впали в разногласия после того, как к ним явились ясные знамения». Коран, Сунна, а затем единогласное мнение сподвижников утверждают то, что мы утвердили: качество, сифаты Аллаха, возможность увидеть его в раю, заступничество его пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и другие вещи. И кто имеет другое мнение об этих положениях, тот выражает его после того, как пришло знамение. И он отверг из-за своего невежества ту установленную сунну, которой должен был следовать, и аллегорически толкует то, что пришло из Корана, что недопустимо в шариате. И нет права оставлять внешний смысл аята, кроме как лишь ради подобного ему, либо ради довода, который сильнее этого. И пусть Аллах хранит нас от этого по своей милости. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Иудеи разделились на 71 течение, крестьяне тоже, а моя община разделится на 73 течения». И разделение, о котором идет речь, таково, как мы разъяснили, потому что также говорится: «Все они в огне, кроме одной», и это джамаа. В другой версии: «Кроме одной, ислам и его джамаа». В третьей версии: «Кроме одной, того, на чем я и мои сподвижники». И сподвижники единогласны в вопросах основ, и ни от одного из них не передается иного мнения по вопросам, которые мы указали в этой книге. Что касается вопросов исламского права фикх, на которые нет явных указаний в Коране и Сунне, то в некоторых из них они едины, а в некоторых разошлись. Если они единогласны в каком-то вопросе, то ни у кого нет права противоречить им. А что касается вопросов, в которых они разошлись, то Всевышний Аллах дозволил этот вид разногласий, повелев совершать иджтихад и выносить решения из священных текстов, зная при этом, что это приведет к разным мнениям, и установив тому, кто прав, 2 награды, а тому, кто ошибся, 1. И в тех вопросах, в которых допустим иджтихад, нет наказания за ошибку. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Если правитель вынес решение после усердного размышления и оказался прав, то его ждет 2 награды, а если проявил усердие и ошибся, то 1. И этот вид разногласий не порицает ни Аллах, ни его посланник, да благословит его Аллах и приветствует. Имам Аш-Шафии, да смилуется над ним Аллах, считал, что ученые, расходящиеся в подобных вопросах, на самом деле едины в том, что каждый из них выполняет иджтихад, возложенный на них, и они не противоречат Корану, Сунне, дошедшему до них единогласному мнению ученых иджма и достоверному суждению по аналогию, киясу, согласно их мнению. И суждение по аналогии каждого из них ведет его к выводу, отличному от вывода другого муджтахида. Но каждый из них выполнил обязанность, возложенную на него, а грех за то, что скрыто от него и в чем он ошибся,
с него снимается, будь то ошибка в достоверном толковании, хадисе или суждении по аналогии. Ведь на человеке нет обязанности в скрытом от него. И все факихи разных стран, следующие путем сподвижников и табиинов в том, в чем они единогласны, и в том, в чем они разошлись, подобны одной группе, и это спасшаяся группа, на которую указал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. И каждый из них выполнил свою обязанность в следовании тому, как он понял Коран, Сунну и единогласное мнение ученых. И от Аллаха помощь. Что касается вечного пребывания в аду других групп, то это основано на обвинении их в неверии. А кто из них не подпадает под обвинение в неверии, те выйдут из ада на основе своего имана, подобно грешным мусульманам. А риваяты об их наказании огнем толкуются как сообщение о временном, но не вечном наказании. И ученые в вопросе отказа от обвинения их в неверии последовали за словами пророка, да благословит его Аллах и да приветствует: «Моя община разделится». И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, всех назвал своей общиной, несмотря на их разногласия. Аллах знает лучше. Глава о пребывании рядом с заблудшими и общении с ними. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Каждый раз, когда Аллах посылал пророков, в их общине были кадариты и мурджииты, которые разделяли их общины. Поистине, Аллах проклял кадаритов и мурджиитов словами 70 пророков. И он сказал: не сидите рядом с кадаритами и не приветствуйте их». Их называют кадаритами, потому что они говорили, что предопределение кадар от них самих, и отрицали, что оно от Аллаха, и отрицали, что Всевышний Аллах сотворил их дела, и утверждали, что они их сами совершили. Они относили некоторые виды творения к Аллаху, а некоторые не к Нему, и стали подобны зороастрийцам, которые говорили, что есть два начала – свет и тьма, и благо от света, а зло от тьмы. И кто пребудет рядом с заблудшими, тот может погрузиться в их заблуждение, либо отклониться, либо потерпеть урон, связанный с ними, прежде чем успеет их покинуть. Раби ибн Сулейман сказал: «Я слышал, как Аш-Шафии сказал, что для раба лучше встретить Аллаха со всеми грехами, кроме многобожья, чем встретить Аллаха с каким-либо заблуждением». Глава об обязанностях правителя по отношению к своим подданным. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Нет правителя мусульман, который бы сражался с ними, делал им наставление, а потом не вошел бы с ними в рай». Также пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «У каждого из вас есть подопечные, и каждый из вас в ответе за своих подопечных. Правитель, руководящий своими подопечными, в ответе за них. Мужчина, руководящий своими домочадцами, в ответе за них. Женщина, занимающаяся домашними делами, в ответе за дом мужа и своих детей. Раб в ответе за имущество своего господина. Каждый из вас в ответе за подопечных. Ему, правителю, обязательно быть богобоязненным, уважать старших, проявлять мягкость к младшим, уважать ученых, не причинять им вред, не бить их и не отдалять их от себя, и не закрывать для них свои двери, иначе сильный из них, ученых, съест слабого». Глава о подчинении правителю, следовании джамаату, словесном порицании запретного, либо ненависти к нему в сердце, и о терпении в перенесении трудностей, постигающих из-за правителя. Всевышний Аллах сказал, перевод смысла: «О те, которые уверовали, повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь посланнику и обладателям влияния среди вас». Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Кто подчинился мне, тот подчинился Аллаху, а кто ослушался меня, тот ослушался Аллаха. А кто подчиняется своему правителю, тот подчинился мне, а кто ослушался своего правителя, тот ослушался меня». Также пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Подчинение во всем, нравится это человеку или ненавистно ему, кроме повеления совершать грех, в этом нет подчинения». Также он, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Среди вас будут руководители, дела которых вам будут нравиться, и те дела, которые не будут нравиться, и кто будет порицать это словами, тот не будет причастен к этому, а кто будет ненавидеть это сердцем, тот спасется.
а кто будет доволен и последует. И мы сказали: о посланник Аллаха, не убить ли нам их? В другой версии, не сразиться ли нам с ними? И он сказал: нет, пока они совершают намаз. Также он, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: не было пророка, у которого не было бы последователей, и сподвижников, которые усвоили бы их сунну и следовали бы ей, а затем оставляли бы после себя последователей, говорящих то, что не делают, и делающих то, что не повелевают. Кто будет сражаться с ними рукой, тот верующий. Кто будет сражаться словами, тот верующий. Кто будет сражаться с ними сердцем, тот верующий. И меньше этого нет веры размером даже с горчичное зерно. Глава о познании общих положений, возложенных на верующих, чтобы они поняли их и практиковали, и чтобы отдавали от себя и своего имущества, и отстранялись от запретного. Всевышний Аллах сказал, перевод смысла: «Совершайте намаз и выплачивайте закат». Также Всевышний Аллах сказал, перевод смысла: «Тот из вас, кого застанет этот месяц, должен поститься». Также Всевышний Аллах сказал, перевод смысла: «Завершайте хадж и малое паломничество во имя Аллаха». И эту обязанность в другом аяте Всевышний Аллах связал с возможностью ее совершения, а это совершеннолетие, пропитание, верховое животное и безопасная дорога. Также Всевышний Аллах велел во множестве аятов участвовать в джихаде тем, кто соответствует предъявляемым к этому условиям. Также он запретил мерзости, ростовщичество, риба, убийство, несправедливость и грабежи во многих местах в Коране. От Абу Хурайры передается, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Не ворует вор, оставаясь верующим, и не совершает прелюбодеяние прелюбодей, оставаясь верующим. Никто из вас не пьет вино, оставаясь верующим. Клянусь тем, кому принадлежит душа Мухаммада, никто из вас не отбирает ценность, оставаясь верующим, когда устремит свой взор на эту вещь. И никто из вас не обманывает, оставаясь верующим. Остерегайтесь этого». И смысл этих слов, а Аллах знает лучше, следующий: человек, совершающий подобные действия, не будет человеком с совершенной верой. Аз-Зухри говорил: «От Аллаха слово, а от посланника донесение, а на нас принятие». Также Az-Зухри сказал: «Они принимали хадисы так, как те пришли от посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, возвеличивая Аллаха, но не считали грехи многобожьем или неверием». От Ибн Умара передается: посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, спросил в прощальном хадже: «Какой самый уважаемый месяц?» Они сказали: «Этот». Он спросил: «Какое самое почитаемое место?» Они ответили: «Это место». Он спросил: «Какой самый величественный день?» Они сказали: «Этот день». И он сказал: «Поистине, Аллах заповедовал для вас вашу кровь, имущество и честь, кроме как по праву, как заповедовал этот день и это место». И он трижды спросил: «Довел ли я до вас?» И они каждый раз отвечали: «Да». Абу Умия Аш-Шабани сказал: «Я пришел к Абу Са'лаба Аль-Хишни и спросил его: как ты понимаешь этот аят?» Он спросил: «Какой аят?» И я сказал: слова Всевышнего Аллаха, перевод смысла: «О те, которые уверовали, позаботьтесь о себе. Если вы последовали прямым путем, то вам не причинит вреда тот, кто впал в заблуждение». И он сказал: «Я клянусь Аллахом, я спросил об этом аяте того, кто осведомлен о нем. Я спросил посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, и он сказал: повелевайте добро и запрещайте зло, пока не увидите скупость, которая будет себе подчинять, страсти, за которыми будут следовать, мирское, которое будет оказывать влияние, и самодовольство в каждом, и пока не увидишь то, что никак от тебя не зависит. Тогда займись собой и оставь дела простых мусульман. Поистине, вас ожидают дни терпения, когда будет так же трудно, как держать раскаленный уголь в руках, и за благое дело в это время будет положено 50-кратное воздаяние». Что касается знания, в котором одного раба может заменить другой раб, например, знания о делении наследства, вопросов судейства и других разделов, то по поводу них нет явных аятов Корана, и насчет большинства которых нет указаний в сунне, а если в сунне содержатся некоторые указания, то это особые сообщения.
А что касается тех сообщений, которые можно истолковать и которые могут быть дополнены суждением по аналогии, то имам Шафии, да смилуется над ним Аллах, сказал: это высокий уровень знаний, и обычные люди не достигают его. Если особая часть из них будет получать такое знание, то этого довольно, и не будет никакого изъяна в том, кто не будет заниматься этим, если пожелает Аллах. И в качестве довода он привел слова Всевышнего Аллаха, перевод смысла. Верующим не следует выступать в поход всем вместе. Почему бы не отправить из каждой группы по отряду, чтобы они могли изучить религию и увещевать людей, когда они вернутся к ним? Быть может, они и будут остерегаться. И в качестве примера он привел джихад на пути Аллаха, участие в погребальном намазе и погребении, а также ответ за приветствие, салям и другие вещи, относящиеся к коллективной обязанности, фарзуль кифайя. Когда раб познает то, что возложено на него, то, чтобы считалось, что он выполняет повеление, для него становится необходимо стремиться к тому, чтобы он исполнил возложенное на него так, как требуется, с искренностью в поклонении, отстраняясь от порицаемого. Всевышний Аллах сказал, перевод смысла: «А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа Ему искренне, как единобожники». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Поистине дела оцениваются по намерениям, и каждому воздается за то, что он намеревался сделать. И кто совершил переселение ради Аллаха и Его посланника, у того переселение было ради Аллаха и Его посланника. А кто переселился ради чего-то мирского, либо ради желания жениться на женщине, тот переселился к тому, к чему он переселился».